Ну, настрой осталось. Да. Может, я еще успею. 16 Пожалуйста. Ваша честь, я приехал из Москвы, являюсь фактически коллегами этих вот людей замечательных, которые сейчас за решеткой. Но вот видите, я на свободе не там. И хочу засвидетельствовать, что мы следим за этим процессом, мы знаем обстоятельства. Я имею в виду, мы это правозащитники, российские правозащитники, общественные деятели. Публикуем регулярно, значит, о том, что здесь происходит. И коротко, может, выскажу мнение нашей среды, наше общественное мнение. Совсем коротко, потому что после блестящего выступления предыдущего адвоката, мне не так, я буду повторять многие обстоятельства. Если совсем коротко, то что можно сказать? Осенью 2018 года были массовые протесты против антиконституционных действий главы республики. И власть понимала, что вышло почти все население республики, действовало вполне разумно, трезво, и эти акции проводились многодневно, и никто не объявлял об экстремизме. С другой стороны, оказывается, уже весной 2018 года уже была создана экстремистская организация теми людьми, которые сидят сейчас у нас здесь, обвиняются, сидят, как бы, ну, условно говоря, за решеткой. Возникает вопрос, значит, казалось бы, если уже наблюдали за ними, если уже были все факты о том, что экстремистское сообщество создано, они активно, бесспорно, роль играли в массовом протесте, потому что они защищали Конституцию Ингушетии. И в том или ином мере, я не знаю, как, кто-то поддерживает, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей степени. Но, конечно, они были люди, которые поддерживали этот протест. Массовый, еще раз скажу, общественный, народный протест против неправильных действий власти. А потом уже, когда весной, значит, была построена некая ловушка. То есть дали согласие на проведение митинга, не объяснили, на сколько дней, а инерция, конечно, колоссальная. И когда я говорю 100 тысяч, надо представлять, что это такое, 100 тысяч человек. Это очевидно, до каждого молодого человека, который выходили на площадь, не дойти. И, кстати, это лишний раз показывает, что никакого сообщества не было экстремистского. Если бы эти люди управляли, как бы, вот этим большим 100 тысячами людьми, могли до каждого человека дойти, они, может, предупредили бы, что нельзя приходить, что есть проблемы. Но они пытались согласовать до самого последнего момента, судя по выступлениям адвокатов, и пытались спасти положение и помочь избежать столкновения буквально за один день. Кстати говоря, у меня в Москве были такие ситуации, когда я буквально в течение одного дня добивался массовой акции, понимая, что может быть какие-то неприятности. Для власти, прежде всего, ну и тем, кто выйдут наружу. То есть вот попытка моего доверителя Бараха Чемурзиева остановить это лишний раз показывает, за день до фактически этой акции показывает, что он точно не был заинтересован, что происходили потом какие-то беспорядки и так далее и тому подобное. Теперь про моего доверителя. Я оказался защитником случайно, может быть, так сказать, было свободное место, но я с удовольствием познакомился с биографией этого человека. Она пересекается с моей, поэтому не особенно в каком-то смысле. То есть полжизни, он активной жизни занимался вполне успешной там, экономической деятельностью, преподаванием, и был вполне благоустроенный человек. Но в какой-то момент он понял, что судьба Ингушетии для него важнее, чем его экономические, там, личные успехи. И вот его выбрали лидером организации «Опора России», и именно он подавал заявку, насколько я понимаю, на этот митинг. Брал на себя ответственность. Это очень важно. Теперь несколько слов. Поэтому для меня вот суть этого все понятно. Экстремизм был придуман. И, к сожалению, это не единственный процесс в России, когда общественные организации, которые действуют в рамках Конституции, называются экстремистскими, или как бы подводят к этому,
объявляю, что есть признаки экстремистской деятельности. И крупнейшая организация «Мемориал» в России, которая занималась восстановлением памяти о репрессиях сталинского периода, и когда люди в погонах уничтожали людей без погон, массово, так сказать, там, сотнями тысяч людей, вот эта организация сейчас нашли признаки экстремистской деятельности. Я тебе хочу подчеркнуть, что страна находится на переломе уже несколько десятилетий, два, можно сказать, 3 десятилетия, и будущее страны, оно, в общем, не определено. И оно в значительной степени, в общем-то, определяется судебными решениями, в том числе и судебное решение, которое сейчас будет здесь принято. И я подчеркиваю, так сказать, я абсолютно поддерживаю выступление предыдущего адвоката, что значительное начальство уже предопределило решение этого суда. Но я знаю, что каждый судья абсолютно независим, и я уверен, что судья свободен, ну, кроме такого административного давления, принимать свои решения. Еще несколько слов хотел сказать по Ингушетию, страну, в общем-то, республику, которую я хорошо знаю, и сказать несколько слов действительно о народе Ингушетии и благодарности этому народу Ингушетии, что они поддерживают эту замечательную группу людей, людей уважаемых, бесспорно, каждый в своей нише. Я не изучал биографию каждого человека, которые поддерживают гуманитарно, так сказать, насколько я знаю, поддерживают их жизнь здесь, скрашивают их жизнь здесь. И я должен сказать, что и порядок в этом судебном заседании мне тоже понравился, потому что в Москве не увидишь вот такого более-менее спокойного общения с теми людьми, кто сидят здесь за решеткой. И это дает тоже мне надежду, что этот суд, возможно, будет более справедливый, чем мы видим в некоторых регионах России, и в том числе иногда в Москве. И я еще помню Ингушетию по тому дружелюбному очень действию, когда они приняли у себя десятки тысяч чеченских беженцев. Я тогда создавал эту организацию вместе с некоторыми лидерами общественного мнения и в Ингушетии, и чеченцами. Назывался Чеченский комитет национального спасения. И там были лагеря, там жили в очень тяжелых условиях, но тем не менее выжили семьи, и было очень много работы. И мы им в Москве помогали. Я хочу сказать, что мы в одной стране. Судьба всех нас зависит от каждого региона России. Кавказ, можно сказать, особенно напряжен, потому что вот Ингушетия тогда помогал чеченским беженцам, и мы знаем, что конфликт возник из-за претензий до земли Ингушетии со стороны Чечни. Сейчас другая Чечня, там другой руководитель, когда народы Чечни и Ингушетии, я уверен, они никогда не расстанутся друг с другом. Это временное событие. Если, уважаемый суд, вы примете правильное решение и поможете преодолеть этот кризис, потому что там уже угрозы идут, там, о применении силы, в том случае, если, так сказать, там не получится извинить, как вы знаете, может быть, с той стороны границы. Поэтому от вашего решения очень много зависит. Желаю вам принять правильное решение, освободить всех, кто находится здесь за решеткой. Спасибо.